Здравствуйте, вы смотрите программу «Прямой разговор». И сегодня о жизни самого большого региона страны. Мы поговорим с главой Якутии Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, я напомню, что принять участие в нашем разговоре могут и зрители. Для того, чтобы задать свой вопрос, нужно позвонить по номеру телефона в студии 320202. Прямая трансляция ведется и на нашем сайте gtrksakha.ru. Айсен Сергеевич, тема лесных пожаров для Якутии по-прежнему актуальна. В целом, конечно, площадь их сокращается. Вот как на данный момент складывается ситуация в регионе? Вы знаете, конечно же, ситуация сейчас с лесными пожарами, она выглядит гораздо лучше, чем было даже дней 10 назад, не говоря уже об июльских наших таких показателях, достаточно тревожных. Вместе с тем сказать, что все уже хорошо, мы, к сожалению, не можем. Еще раз надо констатировать, что лето этого года выдалось крайне засушливым по ряду районов. И до сих пор, что крайне нетипично, для конца августа у нас чрезвычайно высокий 5-й класс пожарной опасности сохраняется по нескольким районам. В первую очередь по Западной Якутии. И, конечно же, хотя площади пожаров значительно сократились, у нас еще недавно было их чуть менее 1 миллиона гектар, то сейчас это немногим более 400 тысяч гектар, и уверен, что в эти дни это еще сократится. Но по ряду районов, еще раз говорю, ситуация такая достаточно напряженная. Это и Алекминский район традиционный, который у нас из самого раннего начала пожароопасного сезона у нас в сводках. Это и Верхневлюйский улус, где, хотя ряд крупных пожаров уже локализован, но говорить об их полном тушении пока не приходится. Это и Ленский район, часть пожара была такая серьезная в Мирнинском районе, это и Кобейский район, и ряд других районов. Даже у нас по Якутску, хотя, слава богу, здесь пожаров нет, но сохраняется чрезвычайно высокий 4-й класс пожарной опасности. Достаточно высокий, выше только 5-й. Поэтому, конечно же, особенно сейчас, когда много грибников, ягодников, конечно, вопросы пожарной безопасности, они чрезвычайно актуальны. Поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться к нашим землякам, ко всем, кто в лес выезжает, кто на рыбалку, кто на охоту. Сейчас охотничий сезон уже начался. Кто по грибы, по ягоды, будьте крайне предельно осторожны при нахождении на природе, именно в вопросах разжигания костров, их тушения. Надо соблюдать все правила. Потому что, еще раз говорю, тайга очень сухая, и вроде даже дожди проходят, но все равно через пару дней опять класс пожарной опасности повышается. Уверен, что благодаря работе тех 1500 человек, свыше 1500 человек, которые сегодня тушат пожары, тех, кто сегодня наготове уже по первому, скажем так, требованию выехать на ту или иную территорию, наше профессиональное лесопожарное формирование, все-таки мы ситуацию под контролем удержим и должны сезон до конца довести. Но еще раз говорю, сказать, что все успокоилось, все замечательно, к сожалению, из-за природных таких условий мы никак не можем. Айсен Сергеевич, но тем не менее якутская зима не за горами, и подготовка к ней – это важный этап, особенно для энергетиков и коммунальщиков. В 4 районах республики уже запустили тепло, все ли идет по плану? Да, это для нас такая, пусть для многих необычная, для других регионов, но для нас это рутинная работа. Мы должны быть уже готовы массовому запуску тепла с 1 сентября по республике. Как вы правильно сказали, по ряду арктических районов тепло уже запущено. Первым официально у нас отопительный сезон 8 августа Алайховский район начал. Сейчас 4 района. Но, кстати говоря, в Булунском районе у нас отопительный сезон почти не прекращается. Сейчас подготовка где-то порядка свыше 80%. То есть мы идем в графике, никаких таких серьезных, вызывающих опасения вопросов нет. Свыше 1000 котельных у нас должно быть подготовлено к отопительному сезону, уже свыше 800, уже подготовку всю прошли. Сейчас и ремонт идет на сетях, и по воде, по теплу, по канализации. В принципе, вроде, еще раз говорю, рутинная работа, она идет по графику. Завоз тоже осуществляется, в принципе, в норме. Конечно, как всегда, проблема по навигации по Яне. Там тоже механизмы все есть. Если все-таки
обстановка не позволит большему количеству кораблей зайти в Яну, то есть уже, как говорится, альтернативные у нас пути, которые уже неоднократно нами были использованы. Я думаю, что это все будет сделано. При этом особо обращу внимание все-таки по городу Якутску, по подключению домов к газу многоквартирных. Здесь, конечно же, меня не устраивает вот та ситуация, которая создается. Конечно, все ведомства сейчас друг на друга кивают, меря на управляющие компании на газовиков, газовики на мерю. Ну, вот такой как бы замкнутый круг. Но самое главное, что у людей в нескольких еще десятках многоквартирных домов газа нет. Вот это крайне прискорбно. Так вот я сегодня встречался и дал поручение первому заместителю председателя правительства Садовникову, чтобы все-таки здесь более быстрыми темпами работа была проведена. Хотя он как бы Сахатранснефтегаз не курирует, так, но так как все-таки отопительный сезон уже на носу, надо вопросы эти все быстрее решать и убирать там, знаете, излишнее рвение некоторых структур к возведению новых административных барьеров, которые абсолютно не нужны, но которые мешают вот как раз скорейшему запуску газа. Александр Сергеевич, мне сообщают, что у нас есть первый звонок. Давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ага, добрый день, Айсен Сергеевич. Я вот как житель Сайсарского округа хотела задать такой вопрос. Когда закончится ремонт набережной озера Сайсары? Спасибо. 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 Ремонт набережной озера Сайсары – это вот большая серьезная работа. Мы ее проводим в первую очередь за счет средств, полученных республикой по инфраструктурному бюджетному кредиту именно на реализацию мастер-планов дальневосточных городов, одобренному президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. У нас сегодня 3 общественных пространства крупных реализуются вот по городу Якутску в рамках этих кредита. Это вот площадь Ленина, это набережная вокруг озера Сайсары и набережная имени Романа Михайловича Дмитриева в 202-м микрорайоне. В принципе, нигде у нас серьезных срывов нету по графику, все идем более-менее плюс-минус по тому рабочему плану, который был составлен, утвержден. По озеру Сайсары работы должны быть закончены до конца 4-го квартала. В принципе, вот недавно мы с мэром города во время объезда мы туда заехали, посмотрели. Уже часть работ, вот, прилегающая к Триумфу, практически закончена. В скором времени там уже полностью все это будет открыто. Что касается другой части, там тоже работы идут. Были там проблемы, связанные с нюансами по сетям, но сейчас уже все решено и работы идут. Поэтому никаких опасений нет. Я думаю, что вот как раз набережная вокруг нашего священного озера, она украсит город. Это будет одно из любимых мест отдыха горожан. И самое главное, что вот мы, кстати говоря, это вот тоже новшество, мы обязательно, когда план делали, на этом настаивали, и это так и реализуется, чтобы был именно сквозной как бы проход вокруг всего озера. То есть у нас вот в районе, там, где арктический центр строится, всегда раньше был как бы разрыв, там же вот у нас канал проходит туда, на протоке. А сейчас это будет как раз там сделано архитектурное решение, которое позволит как раз жителям вокруг всего озера, если есть такое желание, там, кто пробежаться может, кто ходить будет. Вот. Ну и, конечно, то, что арктический центр сейчас тоже строится, будет введен в следующем году, это вот создаст вот прекрасный такой архитектурный общественный комплекс на этом для очень важном и для Якутска, и для всей Якутии месте. Александр Сергеевич, не могу не спросить про заготовку сена для Якутии. Это ключевой момент. Вот здесь мы справляемся? Вы знаете, в целом идем неплохо. У нас уже свыше 70% исполнения плана. Есть районы передовики, у которых уже под 90%. Особо хотел бы выделить вот такие крупные районы, как Хангаласский, Намский, Нюрбинский, где уже вот, практически 90% уже плана выполнено. К сожалению, некоторые районы, на мой взгляд, сильно отстают. Вот, хотя у них с травостоем
все более-менее нормально. Вот, конечно, вот Алекминский, Верхнеюльский, например, понятно, там все-таки из-за пожаров были достаточно серьезные задержки с выходом на сельхозработы и с проведением самих этих работ. Вот, я думаю, что они это наверстают. В принципе, главы говорят, что более-менее нормальная сенозаготовка пойдет. Но вот то, что отстает там сильно от плана Татинский улус или вот город Якутск, так, ну, это можно объяснить только слабой организацией работы на местах. Поэтому поручение дано, чтобы все-таки на местах главы районов, главы населенных все-таки более серьезнее к этому вопросу отнеслись и установленные задания все выполнили. Александр Сергеевич, вот вы недавно встречались с нашими бойцами в зоне специальной военной операции, посетили и подшефный город Докучаевск. Расскажите подробнее о поездке. Я периодически бываю в зоне специальной военной операции, мы встречаемся с нашими бойцами. В этот раз в нескольких точках такие встречи были организованы, для того, чтобы в одном месте много людей не собирать. Ребята все передают большую благодарность землякам, передают горячий привет. Все, вот, знаете, настроены, мобилизованы на борьбу до победного конца, на то, чтобы быстрее победу одержать, вернуться домой. Обсуждали мы там многие вопросы, связанные и с обеспечением частей, и с поставками, и непосредственно уже, ну, у каждого там, у ребят жизненных вопросов много. Вот, передали мы большую партию вот наших квадроциклов «Сокол» военным частям, где наши ребята служат. Коптеры передали, еще определенное материально-техническое, так скажем, оборудование, которое как раз по заявкам воинских частей мы сейчас передаем. Сейчас система вот снабжения достаточно серьезно поменялась. Мы то, что закупаем за счет бюджетных средств, передаем именно только через воинские части. Вот. Но при этом, конечно, очень большая помощь идет от муниципалитетов, от физических лиц, от предприятий, которые непосредственно вот напрямую, в том числе и уже конкретным бойцам доставляется. И вы знаете, мне было очень приятно, мы с командующим восточной группировкой участвовали в церемонии, где мы вручили вот как раз те гладкоствольные ружья, которые здесь в рамках акции партии «Единая Россия» были собраны. Мы с Росгвардией, с Минобороны отработали, и эти ружья все доставлены туда сейчас, и уже воинские части якутянам передаются. Снабжение патронами, в том числе специальными патронами для борьбы с дронами, военные берут на себя. Вот. Ну, если надо, и мы поможем. Вот. Но в целом, то, что ребята уже оружие появились, все ребята рады, тоже говорят, с ружьем мы гораздо увереннее будем справляться с дронами, так, и, конечно, тоже передают большую благодарность. Поэтому ребята наши сражаются мужественно, командующие и командиры ряда таких серьезных больших подразделений были на встрече со мной тоже. Все выражают благодарность, восхищение мужеством наших ребят и большую благодарность передают нашей республике за ту помощь, которую оказывают и жители, и в целом республика делу нашей общей победы. Что касается восстановления Докучаевска, то здесь, конечно, у нас большая работа. Мы же восстанавливаем не просто один отдельно взятый город Докучаевск, мы восстанавливаем городской округ Докучаевск, где населенных пунктов много. В том числе многие из этих пунктов, к сожалению, сейчас на слуху именно из-за постоянных налетов вражеских вот этих FPV-дронов, из-за обстрелов ракетами в том числе. Вот когда мы там были, в этот период даже вот некоторые населенные пункты обстреливались, где мы были. Но работы все идут по плану. Мы уже из 65 объектов почти 20 уже сдали. Там большинство это ремонт жилых домов, которые пострадали от обстрелов украинских фашистов. Поэтому вначале предусматривалась только замена окон, но когда наши ремонтники начали работать, было понятно, что та же отопительная система и так далее, они просто уже вышли из строя за эти годы. Поэтому фронт работ прибавился, но в принципе мы с этим справимся. Ну и, конечно, есть ряд таких знаковых объектов, даже не только для Докучаевска, но и для всего Донбасса. Это вот общественное пространство ихнего центрального парка, где как раз восстанавливается, даже не то, что восстанавливается, мы по новой делаем вот центральную площадь, посвященную героям Великой Отечественной войны.
Мы также сейчас восстанавливаем спортивный комплекс и плавательный бассейн за счет федеральных средств. И как раз в эти дни принято решение уже о том, что эти объекты будут дополнительно финансироваться для того, чтобы ремонт, который мы предполагали закончить в конце следующего года, был уже закончен в этом году. Ну, еще раз говорю, если такие средства федеральные к нам поступят, то подрядчики выражают уверенность в сдаче этих объектов, и по факту получится, что это самые крупные объекты по Донецкой Народной Республике, которые будут отремонтированы в этом году. Ну и люди, конечно, выражают большую благодарность и нашим врачам за работу выездных бригад, и наших офтальмологов, и других наших врачей, которые сделали и много операций, много осмотров. Вообще, в целом, уже якутян узнают. Вот когда первый раз был, как так относились, еще с недоверием, просто так поживем, увидим, вот такое как-то отношение было, то сейчас уже на улицах люди подходят, благодарят, здороваются все. Ну и видно, что на самом деле та работа, которую ребята там делают, она уже людьми чувствуется, людям видна. Ну и поэтому, конечно, мы будем делать все, чтобы этот городской округ, очень серьезно пострадавший от украинских фашистов, и который сейчас страдает, максимально быстро к мирной жизни вернуть. Сейчас примем еще один звонок, и давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите, вы в прямом эфире, ваш вопрос. Здравствуйте, к вам обращается из села Чуравча Мишкина Мария Дмитриевна. Вопрос. У меня дочка учится в СПО по специальности сестринское дело. Говорили, что вышел указ о компенсации оплаты за учебу на 50 тысяч рублей многодетным семьям. Это независимо от дохода семьи? Ответьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за вопрос, Мария Дмитриевна. Вот в рамках года детства, который мы в республике в этом году проводим, в рамках года семьи, который президент объявил тоже по стране, мною было принято решение, чтобы в рамках поддержки многодетных семей мы с этого года сертификат такой вручаем на 50 тысяч рублей детям из многодетных семей, которые обучаются в колледжах для оплаты обучения. И, в принципе, если вашему ребенку нет еще 23, то независимо от дохода семьи, вы можете вот уже с 1 сентября заявление через или управление соцзащиты, или через МФЦ подавать, и такую выплату разовую будете получать для оплаты как раз обучения в колледже. Александр Сергеевич, Якутия традиционно приняла участие в международном техническом форуме «Армия-2024». От нашего региона в ней приняли участие 15 предприятий. Какие передовые разработки они представили? Вообще какую-то связь обратную от ребят наших получаете? Потому что все же разработки все равно идут в зону СВО. Вот в этом году форум «Армия» отличался очень серьезно от тех форумов, в которых мы участвовали раньше. В этом году абсолютно была убрана, скажем так, вся зрелищная часть. Такая, а оставлено было как раз практическое, абсолютно практическое направление, на котором как раз специалисты, регионы, крупные предприятия, малые инновационные предприятия могли обсуждать как раз вопросы, связанные с поставками в зону специальной военной операции. Вот целый большой подраздел был. Ну, кроме этого, там были и другие направления выставки, так, но они были все сугубо практические, в том числе и работа там с иностранными государствами, выставка достижений военно-промышленного комплекса крупных предприятий. Но вот то, что касается того, что делают регионы, здесь Якутия выглядела достаточно серьезно. Мы как раз показали то, что сегодня уже поставляется в зону специальной военной операции, и также те образцы, которые мы считаем перспективными, которые сейчас проходят как раз или уже прошли обкатку в военных условиях, и сейчас проходят уже определенные мероприятия, связанные с прохождением испытаний по линии Министерства обороны. Конечно, как всегда, очень высоко себя, хорошо показали и наши квадроциклы, и «Сокол», и вот новый, сейчас появился «Рысь», так, его будут еще испытывать. Транспортные платформы Як-14, которые разработаны как раз для
вот это беспилотники, которые по земле ездят. Так, и это на самом деле таких транспортных платформ сейчас стало много, они очень востребованы, но я на выставке тоже вот целый день поработал, с многими специалистами встретился и потом с военными тоже разговаривал. Ну, считают, что вот Як-14, наверное, из тех, которые существуют, наверное, одна из самых удобных и наиболее практичных. Были представлены вот наши электромотоциклы «Тимират». Тоже, кстати говоря, очень хорошие отзывы. Мы уже их проверили в зоне специальной военной операции. И военные вот чрезвычайно высоко их ценят. Ну и просят все-таки наладить массовую их поставку, а не единичные образцы. Была и такая, пока еще не широко распространенная, но такая продукция, как пищевая, вот сублимированные продукты, в том числе вот жеребятина якутская, другие еще виды продукции нашей, в том числе с использованием дикоросов, которые очень высокоэнергетически для организма важны. Тоже очень большой интерес. Как всегда, вот продукция Хатутенте была тоже неплохо представлена, так тоже очень хорошие, неплохие отзывы. Поэтому мы работаем, и есть вообще уникальные вещи, которых в России никто не производит, связанные с изготовлением прицелов для оружия и минометов, и других видов оружия. Уверен, что вот это все будет востребовано. Еще раз говорю, там сейчас достаточно такой непростой, но очень понятный механизм получения уже возможности это поставлять войска уже появился. Сейчас у нас научно-образовательный центр «Север. Территория возможностей» как раз координирует эту работу. Мы договорились, что уже в ближайшее время ряд нашей продукции, изделий пройдут испытания. Ну, если они завершатся успешно, то уже мы сможем не только за счет средств республики, но и за счет средств бюджетных, федеральных, заниматься вопросами поставки вот этой очень важной продукции для нужд специальной военной операции. Александр Сергеевич, в СМИ писали, что свыше 1 миллиона 700 тысяч операций провел новый онкоцентр в Якутии за полгода. Вы на днях проверили, как функционирует медучреждение. Вот можно ли сказать, что медпомощь с его работой стала более доступной, и влияет ли это на продолжительность жизни якутян? Там все-таки не 1 700 000, там 1700 операций. 1700, да, прошу прощения. Да, но это тоже очень высокая цифра. Почему? Потому что раньше вот наш онкодиспансер республиканский делал за год 2500 операций. Вот это был наш максимум, за год, которые позволяли вот на условия работы нашего онкодиспансера вот в тех условиях делать. Вот мы, если помните, в феврале только открыли новое здание. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин по ВКС открывал. После этого через некоторое время вот операции уже начали проводиться. И вот за этот период уже 1700. И вот тот темп, который сегодня набран, а темп же увеличивается, потому что, во-первых, уже и новое оборудование все входит в строй, и наши хирурги уже, скажем так, уже по полной используют все операционные, которые у нас, операционный блок, который у нас есть. И в итоге мы считаем, что уже в этом году выйдем на 4000. А в следующем году этих операций будет еще больше. Это говорит о чем? О том, что вот тысячи и тысячи людей уже здесь у себя в Якутии получат высококвалифицированную, высокотехнологичную медицинскую помощь от онкологических заболеваний. То есть они будут уже здесь лечиться, а не выезжать там в Москву, в Санкт-Петербург. Многие выезжали, помните, в Корею Южную, так, для прохождения тех или иных процедур. А сейчас получится, что уже получается, что очень многие операции, которые раньше мы вообще здесь не могли делать, мы делаем здесь. Мне показали вот как раз рентгеноперационную, где стоит ангиограф и где уже вот сейчас делаются уникальные операции на печени. Сложное достаточно название в этой операции, я не специалист, сейчас не назову, но принцип в том, что с помощью вот ангиографа лекарственные препараты доставляются к пораженным частям вот печени, там как бы они их именно купируют, эту вот пораженные уже раком клетки. В итоге вот поражение печени останавливается. Более того, в большинстве случаев даже начинается уже регресс, то есть уже человек
начинает выздоравливать, то есть болезнь начинает отступать. И это происходит без, знаете, вот таких серьезных там хирургических вмешательств, когда организм получает еще больший стресс. Вот. Раньше эти операции были доступны только в Москве, Санкт-Петербурге, ну и многие якутяне, еще раз скажу, вот в Южную Корею ездили именно эту операцию делать, у которых был рак печени. А рак печени у нас, к сожалению, сегодня по онкологии это третье место занимает среди онкологических заболеваний по нашей республике. И вот то, что такая высокотехнологичная помощь здесь у нас оказывается, это уже, еще раз говорю, это сотни спасенных жизней. Сейчас уже в эти дни начнет работать на полную мощность магнитно-резонансный томограф. Он достаточно давно был доставлен, но его, во-первых, и устанавливали, потом проверяли, все необходимые процедуры проходили. Сейчас он полностью уже готов к работе, эксперименты все по подготовительные уже прошли. Уникальный тоже магнитно-резонансный томограф. В стране таких 6 всего лишь. А вот те, которые еще, если там учитывать, что ряд манипуляций можно прямо делать во время сеанса МРТ, то таких, как в стране мне сказали, еще один есть в Москве. Вот. Уникальный томограф. Ввести его было не так просто в страну. Достаточно большие такие силы мы к этому привлекли, но в итоге, вот еще раз говорю, томограф уже здесь, полностью подготовлен и уже начинает работу во благо якутян. Поэтому я считаю, что появление вот этого нового центра и его работа, она, конечно, качественный новый уровень для нашей онкологии открывает, для борьбы с онкозаболеваниями. И еще раз говорю, это 1000 спасенных жизней людей. Это самое главное. Арсений Сергеевич, сегодня в Якутске проходит августовское совещание работников образования. На нем традиционно говорится о готовности к новому учебному году. Что нового ждет сферу образования в новом учебном году и какие задачи ставите? Конечно же, образование – это важнейшее направление жизни республики. Я всегда говорил и буду говорить о том, что именно в руках наших учителей, наших педагогов будущее Якутии. От того, как они подготовят нынешнее поколение, зависит, как будет Якутия жить через 10, через 20 лет. И здесь со стороны правительства республики, парламента республики делается очень много. Мы сейчас строим беспрецедентно большое количество школ, в том же городе Якутске. Вводятся крупнейшие объекты образования. Вот в прошлом году у нас самая крупная школа была введена вообще в республике, в Прометее, самая крупная на селе Бердигистяхе. В этом году, к концу года, мы ведем еще более крупную школу, здесь в Якутске, в районе ДСК, которая сейчас строится по соглашению с прошколой. Всего мы до конца года еще ожидаем 12 школ. Сейчас на 1 сентября минимум 2 школы точно будут открыты. Это кадетская школа в Якутске, это школа долгожданная селя Саилык Кобейского улуса. На подходе школа Бескёле горного улуса, которая тоже строится по поручению президента страны. Поэтому с точки зрения материально-технической базы делается очень много. Сейчас, на мой взгляд, главное – это содержательная часть. В целом по стране в этом году достаточно тоже большие изменения по предметам, например, в частности. Вот сейчас появится предмет, связанный не только с безопасностью жизнедеятельности. Вот ОБЖ был предмет, да, сейчас он также прибавится ОБЖ и защита Родины. И, конечно, это симбиоз тогда и безопасности гражданской обороны, так и уже вопросов, раньше в советское время мы учились, это начальная военная подготовка. Этот предмет появится. По истории будут изменения, так больше все-таки сейчас еще появятся факультативы, связанные с историей родного края. Тоже очень важно и очень нужно, на мой взгляд. Вообще таких изменений много, и все эти изменения направлены в первую очередь, на мой взгляд, на то, чтобы усилить работу по воспитанию в школе. Не только просто давать знания, а именно воспитать настоящего гражданина. К сожалению, 90-е годы, мы помним, это как-то из школ ушло даже, но в республике мы всегда придерживались того, что школа должна заниматься не только образованием, но и воспитанием. И очень хорошо, что сейчас и на уровне федерации такие решения уже приняты и начинают внедряться в жизнь.
Что ж, Айсен Сергеевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Я напомню, что те вопросы, которые не прозвучали в эфире, мы передаем главе Якутии. Это был прямой разговор с Айсеном Николаевым. Всего вам доброго и до встречи.